Законность и правопорядок в сфере сбора ископаемых остатков мамонтовой фауны обсудили в Якутске контролирующие правоохранительные органы, научное сообщество и общественники. Подробности у Юрия Осипова. Согласно экспертным оценкам, в республике сосредоточено более 80% мамонтовой кости. Его добыча – это крупный бизнес. Ежегодно в регионе, в том числе нелегально, добывается и вывозится около 100 тонн природного ресурса. Общая сумма ущерба составляет более 1,5 миллиарда рублей. К примеру, в 2018 году, когда проводились одно из рейдовых мероприятий, были установлены 19 физических лиц, которые без разрешительных документов добывали бивни мамонта. Обнаружено 22 остатка мамонтовой фауны у них, в том числе 8 бивней мамонта, которые по искам Якутской природоохранной прокуратуры переданы в собственность Республики Саха-Якутия, как имеющие большую научную и музейную ценность. Речь идет не только о материальном ущербе. Нарушители добывают мамонтовые кости за пределами лицензионных участков с причинением вреда окружающей среде. Часто используются водяные мотопомпы, которые разрушают береговые линии. Кроме коммерческой ценности, ископаемые останки имеют также немалую культурную и научную значимость, потому и ученые вносят свои предложения. Предлагаем максимально использовать имеющиеся возможности. Например, создание единой электронной базы данных, чтобы увеличить прозрачность в сфере оборота мамонтовых бивней, вести двухуровневую экспертизу мамонтовой фауны. По федеральному законодательству добыча бивней не облагается региональными налогами, а основное производство и продажа изделий из мамонтовых костей находится в Китае. Проблема также касается сферы законодательного регулирования. В этой связи власти региона намерены внести поправки в федеральный закон о недрах, чтобы внести понятие бивня как объекта коммерческого оборота. Самое важное, то, что сегодня есть в законопроекте, отнести к материалам, к участкам недр местного значения и порядки и правила определять, передать в полномочия субъекта Российской Федерации. То есть именно на местный уровень. Также для координации добычи, переработки и экспорта коллекционных бивней мамонта на базе корпорации развития Якутии будет создан мамонтовый центр. Об этом говорил председатель правительства Якутии Владимир Солодов. По итогам форума было принято решение об усилении проводимой работы в области добычи ископаемой мамонтовой фауны. Необходимо, конечно, уделять и более пристальное внимание вопросам иммиграционной политики, незаконному обороту огнестрельного оружия. И в том числе прозвучали такие мнения о том, что возможно принятие нормативных актов на уровне субъекта для того, чтобы отслеживать ту продукцию, которая добывается на местах путем ее идентификации. Кроме этого, участники форума отметили необходимость ограничения доступа большого количества людей при добыче ископаемых материалов. Также поступили предложения о том, что в первую очередь в промысле должно участвовать местное население. Юрий Осипов, Павел Пахомов, Якутск.